правильно работаете и будет одна. Микрофон, пожалуйста, не так, чтобы звук не гулял. Ну и все. С Богом. Стыдно вообще, нет Wi-Fi у меня. Здание Синета. Я ж не могу анонсировать. Почему теперь инженер работает? Нет гостевого Wi-Fi. Потом прошедшее голосование получили. Насаживайтесь в соответствии с цифрой, которая записана. Один. Да, да. Что-то не надо. Объяснить надо про микрофон. Итак, добрый вечер, дорогие зрители, добрый вечер, дорогие участники, гости. Сегодня пятница, вечер, и мы начинаем трансляцию второго тура независимых политических дебатов между кандидатами на пост мэра, организованных медиасообществом Якутии. Первый тур прошел в минувший понедельник. В нем приняли участие зарегистрированные кандидаты Микаэл Заболотный, Сергей Асютин и Степан Подоруев. По правилам дебатов, двое участников каждого тура выходят в финал. Кто именно определяет электронное голосование? Первые финалисты известны, это Микаэл Заболотный и Степан Подоруев. Поначалу в лидерах был Сергей Асютин, но проверка выявила значительное количество накруток при голосовании. Традиционно мы начинаем дебаты с жеребьевки, которая определит порядок выступления кандидатов. Сегодня у нас в студии 4 политических и общественных деятелей, которые не побоялись принять гражданский вызов. В дебатах принимают участие, я буду называть в алфавитном порядке: Сардана Владимировна Авксентьева, партия Возрождение России. Камеру не показываем. Можете пройти сюда уже. Да, проходите, пожалуйста. Александр Александрович Савинов, Единая Россия. Иван Валентинович Степанов, Справедливая Россия. Владислав Эдуардович Теппер, ЛДПР. Гражданский вызов – это не метафора. Данные дебаты действительно стали возможны благодаря вызову, который приняли наши участники. Сегодня им предстоит отвечать на вопросы друг друга. И мы надеемся, что это будут острые вопросы, а также на те, которые подготовили в том числе журналисты города и республики. И прямо сейчас нам необходимо определить порядок, в котором будут выступать участники. Пожалуйста, девушка с подносом. Да, на подносе разложены 4 конверта, в каждом порядковый номер, согласно которому кандидаты должны занять место за столом. Так, Сардана Авксентьева номер 2, Александр Савинов номер 1, пожалуйста. Иван Степанов номер 3. и Владислав Теппер номер 4. А сегодняшние дебаты ведут, как и в прошлый раз, корреспондент НВК «Саха» Александр Лысак И главный редактор сайта якутянка.ру Алена Алексеева. Время, выделяемое каждому участнику для вопросов и ответов, контролирует таймкипер Тимофей Ефремов, корреспондент издания «Якутия.Инфо». Напоминаю, что я отслеживаю время, которое дано кандидатам для ответов. При ответе на вопросы от кандидатов дается 3 минуты. Моя задача предупредить за 30 секунд и за 10 секунд до конца. Эти сигналы означают, что вы должны собраться и завершить свою мысль, свой ответ. В промежуточных этапах дается 2 минуты на ответ, и, соответственно, здесь я тоже за 30 секунд предупреждаю и за 10 секунд до того, чтобы вы должны закончить вовремя. Также я имею право прекратить дебаты, приостановить время в случаях каких-то нестандартных ситуаций, которые не предусмотрены в ходе этих дебатов. Поэтому смотрим и внимательно на эти сигналы при ответах. Следите за временем. Обращаю внимание кандидатов, что в случае нарушения правил дебатов или времени выступления или появления в студии посторонних, как уже было сказано, таймкипер вправе приостановить дебаты до наведения порядка
средствам массовой информации мы напоминаем, что при освещении выборов вам также необходимо помнить о действующем избирательном законодательстве и не допускать его нарушений. А теперь о том, как будут проходить наши дебаты. Всего предусмотрено 3 основных раунда. В каждом один из участников дебатов будет выходить, или, скорее всего, отвечать с места, да? Как удобнее будет? Лучше с места. Лучше с места, да. И отвечать на вопросы своих оппонентов в порядке, который был определен жребием. Каждый из оппонентов сможет задать по 3 вопроса. Ответ кандидата на последний вопрос означает окончание раунда. И здесь тоже хотелось бы напомнить или сообщить о том, что вопросы должны быть сформированы настолько емко, чтобы не было необходимости их дополнять. Между основными раундами будут 3 промежуточных, в которых главным соперником каждого кандидата станет его величество случай. Эти 3 раунда пройдут в разных форматах. Кандидатам будет представлена возможность высказать свое мнение по проблемам города, ответить на вопросы, собранные аудиторией наших читателей и зрителей, и пройти через блиц. Итак, мы начинаем первый раунд. И мы просим Александра Савинова взять микрофон. Большая просьба к вам и к тем, кто будет вопросы, держите, пожалуйста, микрофон как можно ближе, чтобы нашим зрителям было хорошо вас слышно, чтобы не было никаких посторонних звуков. И сейчас кандидаты смогут задать по одному вопросу, на который вам предстоит ответить. Итак, Сардана Аксентьева, вам предстоит открыть наши дебаты первым вопросом. Микрофон, пожалуйста. Да. Добрый вечер. Уважаемый Александр Александрович, значит, вот Якутской городской думой, которую вы возглавляете, был утвержден бюджет, в соответствии с которым в 2018 году была принята муниципальная программа развития информационного сообщества в формировании цифровой экономики в Якутске. И вот, когда мы открываем эту программу, одной из основных целей ей указано повышение качества жизни населения за счет формирования экосистемы цифровой экономики. Цена этой программы 436 миллионов рублей. На эти деньги можно купить справочно несколько помещений для детских садов или построить пару небольших школ. Вот, пожалуйста, объясните, что это такое, что это за экосистема цифровой экономики, и в случае результатом приведет. Но само понятие экосистемы говорит о том, что это система, которая затрагивает все стороны жизнедеятельности и жизни, наверное, наших людей. Это первое. Мы говорим о том, что действительно быстрый переход к цифровой экономике – это прежде всего благо. Это мы говорим об умном городе, о прозрачности всех муниципальных услуг и много других направлений, на которые будет нацелена эта программа. Поэтому такая сумма 400 миллионов рублей. Спасибо. Иван Степанов, ваш вопрос, пожалуйста. Александр Александрович, но вам пришлось долгое время определять законодательную базу города Якутска, 3 года там в качестве депутата, 2 года, да, и 15 лет практически на посту спикера. Я сразу говорю, что ответственность за то, что происходит в городе, наверное, все-таки разделяете и вы. Как вы считаете, вот я в своей программе часто говорю, что я хочу доделать то, что сделал Александр Сергеевич. Вот. Что вам помешало, может быть, лучше помочь Александру Сергеевичу исполнить эти пункты программы? Ну, на самом деле здесь можно очень емко ответить. Но вы правильно на всех поколениях депутатов лежит. Да, 15 депутатов в последнее время, депутаты 5 партий представляют нашу город. Но надо
да и в нашей республике. То есть это вся нормативная база начала процесса местного самоуправления. Да, мы первыми поднимали вопрос тех проблемных вопросов, которые сегодня в приоритете. Это благоустройство, это дороги. Но сегодня те темпы и так далее, ну, та предбазисная подготовка и те предложения, и те инициативы, это десятки законодательных инициатив, вот, десятки нормотворческих инициатив позволили создать действительно ту базу, нормативную базу, которая дала толчок развитию города Якутска. Спасибо. И первый вопрос Владислава Тепкора. Александр Александрович, вот в вашей программе обозначен приоритет обновления городских окраин. Сможете ли вы нам подсказать, как в цифрах выражается этот приоритет? И, скажем, в Мархе, вот этот микрорайон, где я проживаю, люди живут, можно сказать, в полной разрухе. Вот, а в центре тратятся астрономические деньги на улучшение без того, по мнению жителей окраин, нормальной жизни. Что вы нам можете сказать по этому вопросу? Спасибо. Ну, главный подход, это, значит, и в своей предвыборной программе я говорил о том, что это город без окраин. Сегодня, если мы можем сказать о том, что по центру города не все проблемы решены, но достаточно много направлений мы все-таки внедрили, то окраины, как вы говорите, действительно, это аварийное жилье, это дороги, это проезды, это внутриквартальное благоустройство. У нас 1317 дворовых территорий. И в основном неблагоустроенное – это наши окраины, это наши пригороды. И поэтому здесь приоритет обязательно и в экономическом плане, и в политическом плане должен быть решен. Спасибо. У нас начинается второй круг вопросов. С Родионом Аксентьевым, пожалуйста. От вас второй вопрос. Да. Хорошо, вот значит, я в эти дни призываю всех горожан внимательно относиться. Мы пополняем этот бюджет. И вот обратила внимание внешний, да? 3 миллиона рублей. И качественными показателями, индикаторами там является, значит, следующее, что меня удивило. Значит, увеличение выезда делегаций города Якутска в регионы, по-моему, до 25 раз в год. Значит, увеличение количества проведения международных симпозиумов, семинаров в городе Якутске до 5 раз. Значит, участие Якутска в международных там, значит, ну, каких-то событиях, там, мероприятиях, там, семинарах до 11 раз. И, значит, прием иностранных делегаций в городе Якутске до 20 раз в год. При этом, значит, вот на встрече с многодетными семьями они жалуются, вот микрорайон Северный, вы знаете эту проблему, они жалуются на то, что у них заложили 40 миллионов на мостик, забрали, значит, дорога не строится, ну и вот очень много таких текущих проблем, которые можно было бы решить, потому что 500 миллиарда, согласитесь, большая сумма. Вот в случае вашего избрания, как вы будете рассматривать подобные программы? Спасибо, Светлана Владимировна. Здесь два подхода. Первое. План не догма, программа не догма, конечно, будут изменения. В части, значит, выездов, приездов. Вторая часть – это то, что, значит, мы не должны жить сегодня в закрытом пространстве. Те международные экономические форумы, которые привлекут сюда инвестиции и повысят имидж города и республики. Вот это нужно. Спасибо.
Иван Степанов, ваш вопрос следующий. Александр Александрович, мы часто говорим о том, что необходимо спасать ветхое аварийное жилье, строить новые дома, но я могу предположить, что большое количество домов потенциально аварийные, потому что все мы находимся на вечной мерзлоте, ну, может быть, не считая такую вот прибрежную часть, где меньше вечной мерзлоты, да? Но идет глобальное потепление. Идет глобальное потепление, мы знаем, что под нами, под ногами там 300-500 метров замерзшей жижи, средняя температура которой ежегодно увеличивается, об этом говорят ученые. Есть большая опасность, что если будут проблемы с устойчивостью почвы, грунтов, то мы можем вообще, все горожане, стать экологическими беженцами. Как вы видите решение данного вопроса? У нас в городе строительство идет двумя технологическими подходами. Это прежде всего свайное строительство, которое в принципе доказало свою жизнестойкость. Ну и вы знаете, в 80-м году это 202-й микрорайон Намывной, так же как и сегодня 203-й. Сегодня город Якутск, понятно, тесно работает с наукой. У нас есть заключение. Если в 80-х годах, 70-х, 80-х годах разрешение именно на научном заключении позволялось до 9 этажей, сегодня 16 этажей. И эти заключения есть. Понятно о том, что значит глобальное потепление, как оно влияет. Да, действительно, если мы раньше говорили, значит, лет даже 20 назад 1,5 метра, то сегодня уже порядка 2,5 метров. Да, это вечно мерзлые грунты, и кроме свайного строительства другого подхода нет. Владислав, ваш вопрос, пожалуйста. Ну вот, пользуясь случаем, хочу поздравить с 1 сентября, с Днем Знаний всех наших, значит, ну, не только первоклассников, учеников, студентов, преподавателей. И у меня такой вопрос, Александр Александрович, вот по поводу образования. Почему город сокращает расходы на образование? 2018 год это 3 миллиарда, а 2020 год уже 2,8 миллиарда. Владислав, у вас, наверное, неверная информация. У нас в структуре бюджета, образование в структуре бюджета, это 58,6%. 58,6% это более 9 миллиардов рублей. У нас начинается третий круг. Садана Владимировна Аксентьева, пожалуйста, ваш третий вопрос. Значит, вот увидела я, Александр Александрович, в вашей газете предвыборной, да, о том, что вы пишете, что ликвидирована очередь в детские сады, что напряжение снято, и, значит, субсидия, которая выделяется на, значит, покрытие тех расходов, которые идут на содержание ребенка одного в группах дневного присмотра, да, составляет 10 700 рублей. Ну вот буквально вчера-сегодня по социальным мессенджерам распространяется видео, значит, того, что происходит на первом этаже в мэрии, где огромное количество родителей, значит, в надежде получить путевку в детский сад. Ну, вы знаете эту ситуацию, да? Так вот, на самом деле, вот по имеющимся данным, 13 тысяч детишек в возрасте от 1,5 до 3 лет сейчас состоят в очереди. То есть, по сути, очередь продвигается за счет детей, которые там от 6 лет должны поступить в детский сад. То есть ясельные группы, на самом деле, проблема очень большая. Это, во-первых. И, во-вторых, субсидии, вот о которых мы говорим, они составляют не 10 700 рублей, а 3 917 рублей. И вот все жалуются, что с 2015 года, значит, размер этих субсидий, он не увеличивается. Вот ваше мнение по этому вопросу и как это будет решаться? На самом деле неправильная информация. Мы говорим о том, что, значит, действительно сегодня в частных
наших детских садах порядка 3500 детей. Вот. Из них 2500 получают субсидии с бюджета республиканского и городского. Это где-то порядка 110 миллионов рублей. Субсидия составляет на одного ребенка 110 миллионов рублей. Правильно сказали, 3917. 3917. Мы говорили о том, что да, действительно, где-то порядка от 10 до 13 тысяч это содержание одного ребенка в частных садах. Благодаря, значит, вот у нас где-то 50 частных садов, 3500 детей. В очереди у нас состоит где-то чуть более от 0 до 3, значит, где-то 5000 детей. Сегодня, значит, 20 ясельных групп у нас уже работают. И по открытии, вот мы сейчас 5 детских садов открываем. Вот, во всех вновь открывающихся детских садах обязательно будут ясельные группы. Да, такая проблема есть. Иван Валентинович. Александр Александрович, ну вы, знаю, были директором школы, вот, долгое время посидели в гордоме. Где лучше? Где лучше? И там ответственность. Там действительно надо и там, и здесь ответственность и координация работы. Конечно, ответственность прежде всего в школе — это действительно нормальный учебный воспитательный процесс организовать. Значит, в городской думе организовать нормальный процесс работы депутатской деятельности, всех этих комиссий. Ну и понятно о том, что, зная проблематику, принимать правильные решения. Где лучше-то? Я не могу сказать, где лучше было. Ну, на каждом этапе жизни всегда же это интересно. Вот. Тогда я был молодым, интересно было. 24 года директором школы. Владислав, ваш вопрос, и он заключительный в этом раунде. Уважаемый Александр Александрович, вот вы по национальности ивенк. У меня много друзей ивенков. Это уникальная национальная культура. Вот проблему культуры малочисленных народов в вашей программе занимают какое-либо место? Есть ли какая-нибудь работа в этом отношении? Спасибо, Владислав, за вопрос. Вообще у меня достаточно много крови замешано. Это якутская, эвенская, эвенкийская и русская. Поэтому я очень толерантный человек, но всю жизнь прожил на севере. И в любом случае я состою членом Ассоциации малочисленных народов Севера. Итак, первый раунд у нас окончен. Александр Савинов, спасибо большое за ответы. И мы продолжаем. Мы объявляем промежуточный раунд. Он позволит узнать, насколько хорошо наши участники знают проблемы города и насколько они учли в своих избирательных программах все эти проблемы. Мы просим вынести поднос с вопросами. Нет, мы договаривались, что выносить будет красивая девушка. В следующий раз, возможно. Да, перед вами 8 конвертов, каждый содержит одну проблему города Якутска. После того, как вы выберете свою, у вас будет 2 минуты, чтобы рассказать, как вы намерены эту проблему решить, если завтра станете главой города. Так, мы, пожалуй, наверное, будем зачитывать, да, сами? Да, незаконное строительство, самозахват, строительство без документов на землю. Здесь надо действовать очень жестко. Работа начата давно,
Но сегодня, значит, прецеденты такие есть и по самозахвату, и строительству без документов на землю. Значит, этого не должно быть, и сегодня уже мы, значит, ведем работу, чтобы все это снести. Вообще должен быть порядок в городе. Для этого мы говорим и о прозрачности. Понятно, что здесь нужно действовать жестко, прозрачно, законно. Не слышно, да? Да, что-то с микрофоном у нас, да, видимо? Слишком близко поднесли. Близко не надо. Чуть подальше. Ну, мы благодарим Александра Савинова за ответ. И теперь просим Сардану Авксентьеву зачитать вопрос. Или давайте, может быть, мы будем зачитывать. Нехватка мест в детских садах и школах города Якутска. Ну, в общем, ответ здесь, конечно, уже прозвучал, да, и действительно эта проблема, она очень серьезная. Как мы уже говорили сейчас, что основная проблема состоит именно в очередности в ясельные группы. И сказано о том, что действительно необходимо, значит, на первых этажах жилых домов уже работать с застройщиками, чтобы эти помещения изначально предназначались под ясельной группой детских садов, детские сады, потому что, значит, как показывает практика, размещение на первых этажах жилых домов это гораздо дешевле, чем строительство здания с нуля. Но это, скажем так, временная мера, конечно, в условиях того, что нужно эту проблему решать быстро. С 2016 года реализуется программа, значит, по ликвидации вторых смен в общеобразовательных школах. Это продвигается, и республиканский бюджет здесь здорово помогает. Другой разговор, что, значит, вот 1 августа 2018 года опубликованы итоги проверки Счетной палаты республики, которые обнаружили, значит, существенные недостатки при строительстве новых школ. В частности, обнаружено, что не ведется строительный надзор при, значит, произведении работ, в связи с чем вот произошло у нас весной обрушение, значит, при перекрытии при строительстве школы номер в микрорайоне 203 АИКГАТА и школу номер 25 в Сесарах. То есть, кроме того, что эти деньги предусмотрены, и вторая смена должна действительно ликвидироваться, и есть деньги на это и под выкуп зданий, и под строительство новых объектов. Да, но, значит, должен быть контроль. Спасибо. Это было решение одной из городских проблем от Сардана Авксентьевой. И теперь я прошу Ивана Степанова громко зачитать проблему города, и мы ждем решения от вас. Вывоз мусора, несанкционированные свалки, переполненность полигона на Вильюйском тракте. Действительно, это большая проблема. Наши лесопарки, лесные, значит, территории очень сильно захламлены. Очень часто общественники выезжают для того, чтобы убрать этот мусор. Но я пришел к тому, что действительно, вот, убирая за вот этими нехорошими людьми, да, этот мусор, мы не решим вопрос. Поэтому здесь нужен очень, наверное, такой жестокий, можно сказать, да, контроль, вплоть до установки там, значит, видео, фото ловушек, подключить, значит, органы внутренних дел, используя их камеры, которые стоят на трассах, где вот фиксируется транспорт, который выезжает. Раньше я думал, что, может быть, на мусорных полигонах снизить цену, чтобы, может быть, некоторым, значит, руководителям организаций просто не хочется платить денег, поэтому они вот вываливают так. Да? Но я думаю, что тогда мы вообще потеряем вот все механизмы, которые, может быть, вот, связаны с утилизацией этой свалки, с ее порядочением. Поэтому цены снижать не надо, просто нужно жестче контролировать и штрафовать, причем довольно-таки жестко. Опять-таки Госдума, точнее наша Гордума, должна ужесточить сумму штрафов за вот такие несанкционированные свалки. И это нужно не эпизодично и не по каким-то моментам, а вот именно непрерывно вести вот этот контроль. И как только получат большие штрафы люди, тогда как бы люди уже услышат и будут воздерживаться от таких вот нечеловеческих поступков. Мы услышали, как справиться с проблемой Иван Степанов, и микрофон у Владислава. Зачитайте, пожалуйста, проблему, которая указана в конверте была.
Мой вопрос, значит, проблема металлических гаражей и нехватка автомобильных стоянок. Значит, ну что можно сказать по первому вопросу? Металлические гаражи. Город ведет эту работу. Как мы знаем, постепенно гаражи вывозятся, где все меньше и меньше становится, значит, бесхозных гаражей. Ну, здесь дело-то в том, что наш город постепенно должен отказываться от металлических гаражей и более, значит, выходить в каменные варианты. Всем понятно, что без гаражей город жить не может. У нас такие суровые условия. Ну, значит, все должно быть более цивилизованно. Со временем, я думаю, эту проблему металлических гаражей город победит. Значит, что касается нехватки автомобильных стоянок, здесь, значит, это все упирается в точечную застройку. А от точечной застройки получается, что стоянок проектировщики, видимо, не могут спроектировать так, чтобы стояночных мест было достаточное количество. А вот в центре города, там, возле всевозможных учреждений, зданий, бывает вообще, конечно, не проехать, не пройти. Здесь, значит, нужно думать. Автомобильные стоянки нужны. Здесь должны поработать специалисты в своем деле. Вот, сразу найти такое простое решение, конечно же, невозможно. Спасибо, Владислав. Итак, мы услышали, как можно решить 4 проблемы города Якутска, и это был промежуточный раунд. Проблемный раунд у нас завершен, и возвращаемся к дебатам. На вопросы оппонентов предстоит отвечать Сардане Ксентьевой. Но перед началом у Алены есть небольшое напоминание. Да, и мы напоминаем, что хронометраж вопроса составляет 1 минуту, а ответ 3 минуты. Поэтому, чтобы не сбиться, вы поглядывайте, пожалуйста, время от времени на нашего таймкипера. А начинает задавать вопросы участник, который держал ответ первым, Александр Савинов. Пожалуйста, ваш первый вопрос, первый круг. Уважаемая Сардана Владимировна, ваше видение наполнения городского бюджета? Ну, об этом много говорится, и информация там она такая, в общем, на самом деле нет здесь никаких особо универсальных, точнее, исключительных каких-то способов пополнения. Ну, во-первых, это не налоговые поступления, а во-вторых, это налоговые поступления. Значит, мы, значит, на сегодняшний день в городе Якутске работает 360 средних предприятий и, значит, порядка 3000 предприятий малого и среднего бизнеса, которые вносят в казну республики ежегодно. Значит, в этом году планируется 2 миллиарда 100 миллионов поступлений от них. И я считаю, что поддержка малого и среднего бизнеса, деятельности в области туризма, хоть и въездного, например, да, обязательно, это, конечно, серьезный источник пополнения доходов. Их нужно поддерживать. К сожалению, в программе поддержки развития малого и среднего бизнеса этому уделяется как бы мало внимания. Следующее, это, значит, нам необходимо все-таки бороться с нелегальным бизнесом, потому что нелегальный бизнес, он не позволяет, значит, развивать нормальную конкуренцию, производить нормальные товары. Это тоже, в общем, по объему товарооборота и, значит, состоянию вот этих вот бизнес-структур, которые работают в законном поле, они тоже им довольно хорошо, значит, мешает. Следующее, это, значит, конечно, пополнение за счет штрафов, это пополнение за счет имущественных налогов, значит, которые поступают также в местный бюджет. И, конечно, нужно плотнее и более тщательно работать с федеральными программами, которые существуют, потому что на сегодняшний день, значит, этих поступлений явно недостаточно. Ну и налоги на доходы физических лиц, вот указывается в принятом бюджете, что, значит, на 2019 год планируется их рост, и к 2020 году тоже будут расти, но я думаю, что это только лишь за счет индексации заработной платы и реального, конечно, наполнения содержания этих денег. Мы понимаем, что это только за счет индексации, а не за счет увеличения доходов в целом населения. Вот. Ну и рациональное использование муниципального имущества, которое имеется, а также, значит, поступление арендных платежей от муниципального имущества. И нужно повышать эффективность работы муниципальных предприятий и акционерных обществ, в которых есть доля городского города Якутска, так как, значит, от их прибыли тоже отчисления поступают в местный бюджет. Ну, вкратце так.
Леон Степанов, ваш вопрос, пожалуйста. Светлана Владимировна, ну, я знаю, вы работаете в аэропорту. Это связано, я так понимаю, что бортовое питание, там гостиница, ресторан. Многие люди, к тому, чтобы вот, заняться таким видом деятельности, да, они проходят длинный путь от начала до каких-то технологов, проходят какое-то обучение, получают какое-то специальное образование. Как вы считаете, как принимал решение бывший директор аэропорта Николай Местников, приглашая вас на эту должность? Ну, принципы эффективного управления, они универсальны. То есть сначала ты определяешь, что ты имеешь в сухом остатке, затем ты определяешь приоритеты и направления развития, значит, бизнеса. Затем, собственно, ты последовательно приступаешь к выполнению поставленных задач. Вот у нас замечательный коллектив в моем подразделении Аэроторг Сервис. Это люди, с которыми можно решить и не такие задачи. И нам с ними удалось, то есть мы начинали в 2013 году с того, что нас оштрафовал Роспотребнадзор за... Да, было такое, потому что мы начали, конечно, там состояние у нас было ужасающее, но мы провели полную реконструкцию цеха бортпитания, о котором вы упомянули. Значит, мы первыми в Якутии внедрили международные стандарты качества ХАСК. Мы, значит, повысили эффективность работы нашего подразделения в несколько раз. Мы внедрили, значит, и понятие аутсорсинга, и поэтому, конечно, но я думаю, что на самом деле и гостиница была убыточная, мы гостиницу подняли, сейчас она прибыльная, поэтому у меня и у моего коллектива все получилось. Владислав Эдуардович, ваш вопрос, Сардане Владимировне. Сардана Владимировна, ну вот хотелось бы снизить градус напряженности, я бы вот хотел вам подарить цветочки. Ну и мой вопрос, Сардана Владимировна, вот меня интересует ваша позиция по кадровой политике мэрии, если можно вкратце. Ну, какая позиция? Она позиция универсальная, нормальная позиция относительно того, что муниципальный работник, муниципальный служащий, значит, который понимает, кто его настоящий работодатель, и который понимает, на кого он работает, тот может спокойно работать дальше и исполнять свои функции. В мэрии много прекрасных работников, профессионалов своего дела. Им, в общем, ни о чем совершенно беспокоиться. Потому что мы все должны понимать, что муниципалитет существует на деньги налогоплательщиков, на деньги тех, кто пополняет городской бюджет. То есть это простые горожане, которые платят из своей зарплаты ежемесячно, это предприниматели, которые вносят свой вклад, и все остальные, кто пополняет городской бюджет, либо же те, на нужды которых, собственно, из республиканского федерального бюджета поступают деньги. Если муниципальный служащий работник это понимает, то я думаю, что никаких проблем не должно возникать. Спасибо. Мы идем по второму кругу. Александр Савинов, пожалуйста, вот ваш вопрос. Вот. Уважаемая Сардана Владимировна, на ваш взгляд, в чем заключается успех или неуспех любого города, любого муниципального образования, ну и в частности нашей столицы? Успех или неуспех любого муниципального образования, он прежде всего основывается на сознательности и сплоченности жителей этого города. Это прежде всего, потому что везде написано, местное самоуправление – это основа конституционного строя. Поэтому вот я в эти дни призываю горожан проявлять сознательность, проявлять заинтересованность в тех процессах, которые происходят сегодня в городе Якутске. И при этом, при том, что есть заинтересованность самих горожан, есть понимание горожан вот именно того, как нужно необходимо совместно решать, как нужно, значит, контролировать все эти процессы. И плюс к этому должна быть качественная власть, качественная, сознательная власть, которая, вот как я уже сказала, понимает, для чего она призвана и какие задачи она должна
исполнять. И власть у нас состоит из двух структур. То есть исполнительная власть, окружная администрация, да? Ну и то, что вы знаете прекрасно, это представительная власть. То есть 9 сентября горожане будут выбирать, кроме всего прочего, депутатов Якутской городской думы, и к этому нужно подойти тоже очень внимательно, потому что бюджет, самый главный наш документ, бюджет, принимает, утверждает Якутская городская дума, и она же контролирует его исполнение. 131-м 3 органа. Да, контрольно-счетная палата, да, комитет, который есть, да, при Якутской городской думе. Ну, фактически. Так, мы уже предупреждали о том, что вопросы должны все в себе содержать, и комментарии как бы у нас в следующий раз не будут приниматься. Иван, ваш вопрос, пожалуйста. Светлана Владимировна, ну вы были уже в мэрии, работали, и где-то лет 6 назад уже были выборы нового главы, и год назад тоже были выборы. Что вам помешало или почему вы не участвовали вот тогда, может быть, когда вы были еще ближе к теме? Вот прошло 6 лет, и в прошлом году вы не выступали. Почему в этом году? Вот такой вопрос. Ну, как все прекрасно помнят, и в те выборы, которые вы упомянули, да, значит, 6,5 лет назад или когда там, и прошлогодние выборы, значит, участвовал Айсен Сергеевич Николаев, авторитет которого и, значит, политический вес которого в республике, он непоколебимый, поэтому, собственно говоря, значит, выдвигать свою кандидатуру против Айсена Сергеевича, ну, как бы там без вариантов, поэтому я думаю, что ответ очевиден. Владислав, ваш второй вопрос, Владислав. Да. Сардана Владимировна, вот у меня такой вопрос, значит. Как вы себе представляете комфортную городскую среду? Ну, мне кажется, что само словосочетание «комфортная городская среда» уже говорит само за себя, да? Ну, во-первых, конечно, это грамотное планирование. Грамотное планирование, которое позволяет человеку, вот, ну, как один из принципов, это шаговая доступность всей инфраструктуры, которая нужна человеку в повседневной жизни. Второе, это, конечно, в принципе удобство. То есть у нас обязательно должны быть тротуары, у нас обязательно они должны быть освещены, у нас должны быть нормальные остановки, на которых мы можем ждать общественный транспорт. У нас должны быть нормальные благоустроенные дворы. У нас должна быть развита вся инфраструктура. То есть вот на самом деле вся информация должна быть доступна. То есть, ну, на самом деле это довольно просто. Довольно просто. Просто должно быть комфортно проживание в отдельно взятом городе, в отдельно взятом дворе, квартале. Удобство. Спасибо. Мы начинаем третий круг. Александр Савин, пожалуйста. Светлана Владимировна, ваше отношение или мнение по повышению НДС с 1 января 2019 года? Но мне кажется, что повышение НДС, оно, конечно, влечет за собой повышение цен, значит, и впоследствии снижение покупательской способности, поэтому какое здесь может быть отношение? И это ведь проблемы и для бизнес-сообщества тоже, поэтому тут очевидно. Иван Степанов, просим вас задать вопрос. Светлана Владимировна, вот, ну, мы уже все знаем, что вы выдали свою единственную дочь замуж. Вот вам, будущие бабушки, кого хотелось бы увидеть? Внучку или внука? Иван Валентинович, большое спасибо за человеческий вопрос. Поздравляю вас с тем. Спасибо, спасибо, да, я как-то прям с напряжением начала слушать, ну, как отпустила, как говорится. Вот. Ну, на самом деле, конечно, как любой маме, как любой потенциальной бабушке будущей, да, самое главное, чтобы был здоровый. Вы, как многодетный отец, это понимаете, да? Самое главное, чтобы был здоровенький, а девочка, мальчик, ну, без разницы. Спасибо. Владислав. Сардана Владимировна, вот меня интересует, что вы думаете по поводу животных в городе? Вот это бездомные животные, собаки, кошки, лошади гуляют сами по себе. Значит, и сегодня я видел коров прямо возле рынка Белого озера, прям ходят по пешеходным переходам, затрудняя даже движение. Вот, что вы можете сказать по этому вопросу?
Ну, начнем, пожалуй, с самой острой проблемы нашего города. Это бродячие собаки, которые, значит, сбиваются в огромные стаи и несут реальную угрозу, конечно, прежде всего детям и прежде всего пожилым людям. Вот. Ну и, в принципе, всем горожанам. Я считаю, что, конечно, здесь необходимо усилить сотрудничество мэрии с организациями, которые занимаются защитой прав животных, и совместными усилиями все-таки, значит, расширять деятельность вот приютов для безнадзорных животных. Я категорически противник убийств и усыпления таких животных, потому что на самом деле они жертвы нашего вот отношения к ним. Это вот брошенные собаки на дачах, это безнадзорные собаки, вот эти все, от которых уже которое поколение пошло, которые живут, в общем, как бы своей собственной жизнью на этих свалках и мусорных всяких полигонах. Поэтому, конечно, я сторонник гуманного сокращения численности. Да, это более долгий путь, но, тем не менее, я считаю, что поскольку мы люди, мы должны проявлять гуманность и сострадание. Что касается владельцев домашних животных, то я сторонник того, чтобы, во-первых, чипировать домашних животных, во-вторых, необходимо вести их строгий учет, и я думаю, что необходимо вводить обязательные ежегодные платежи для владельцев домашних животных, поскольку, значит, ну, все-таки содержание их и нахождение в городе муниципалитет тоже кое-чего стоит. Вот. Ну и одновременно необходимо увеличивать количество площадок для выгула собак. А что касается вот крупного рогатого скота, который у нас там пасется в городе, либо же, значит, лошадей, которые ходят у нас совершенно спокойно по улицам города, создают опасную, значит, ситуацию на дорогах, то это, конечно, вопрос ответственности хозяев. Это не бродячие животные, это просто животные, за которыми недостаточно хорошо присматривают. Спасибо, Сардана Владимировна. У нас завершился второй раунд. Второй промежуточный раунд обещает быть бодрым и неформальным, чтобы кандидаты могли перевести дух, а зрители немного отдохнуть от сложных тем. Каждому из участников предстоит дать целое интервью, потому что у нас блиц. Сейчас нам вынесут поднос с конвертами. И большая просьба конверты пока не открывать. Да, просто перед выбрать. вами 8 конвертов, в каждом из которых в случайном порядке написаны 15 вопросов. Это простые, непростые или неожиданные вопросы, на которые участникам предстоит отвечать быстро, коротко и односложно. По одному конверту, пожалуйста. Да, и пока не открывайте. Честное слово, что не откроем. Вопросы могут показаться наивными, странными, но будьте уверены, что случайности не случайны. Все они подобраны с определенным смыслом, помогающим кандидату не столько показать эрудицию, сколько раскрыться с разных сторон. Да, блиц-интервью крайне необходимо, чтобы горожане смогли оценить для себя еще и некоторые личностные качества наших кандидатов. В этом раунде мы не нуждаемся в услугах таймкипера, его флажка. Ведущий зачитывает вопрос, участник сразу дает на него ответ. Если ответа нет в течение 5 секунд, ведущий зачитывает следующий вопрос. Итак, 15 раз подряд. Надеемся, вы готовы к такому мини-марафону. Так, и, значит, мы тогда сами зачитываем эти вопросы. Просим Александра Александра Савинова передать свой конверт. Итак, начинаем. Что вы думаете о телевизионном обращении Владимира Путина по пенсионной теме? Положительно. Что нужно делать с сырдакскими помидорами? Кушать. Ли Куан Ю, отец сингапурского экономического чуда, сказал: начните с того, что посадите 3 своих друзей, вы точно знаете за что, и они знают за что. Вы согласны с этим? Нет. Как зовут вашего лучшего друга? Леонид. Можно ли публично назвать человека козлом, если он ведет себя как козел? Нет. На необитаемый остров нужно в первую очередь взять Силу воли. На кого больше всего вы хотели быть похожим в детстве? Ну, как все дети, наверное, на космонавта. В то время действительно для нас был не герой, а космонавт. Трамп наш?
Нет. Какую зарплату обещал якутянам Егор Борисов в 2018 году? 60 тысяч. В каком виде спорта у вас был бы шанс на играх Дыгына? Я многоборец по всем видам. Ваше прозвище в школе? Журавельная. Какую продукцию резидентов технопарка Якутия вы знаете? Почти всех. Кого лучше пригласить на инаугурацию, Илью Михальчука или Егора Борисова? Их обоих. Сколько примерно в Якутске управляющих компаний? 17. Больше 70. Каким патриотом лучше быть, квасным или аласным? Патриотом Отечества. Спасибо. Это был Блиц от Александра Павлова. Сардана Владимировна, ваши вопросы зачитаю я. Итак, первый вопрос. Главный человек в вашей жизни это? Это мой муж. Если бы вы могли выбрать хобби своему ребенку, это было бы? Флейта. Твердый пряник или мягкий кнут? Мягкий кнут. Кто лучший правитель в истории России? Я затрудняюсь ответить. Стоит ли в Якутске вводить должность сити-менеджера? Мы пока не готовы к этому. Что Якутия отмечает 27 апреля? День республики. Главная причина, по которой вы лучше других кандидатов? Я красивее. Смотрели ли вы фильмы «Чайка» и «Димон»? Нет. Виктор Цой или Константин Кинчев? Виктор Цой. Правильно ли власти решили повысить НДС? Нет. Страна потратила сотни миллиардов рублей на Олимпиаду в Сочи и Мундиаль. Оно того стоило? Нет. В СССР секса не было, а в Якутской ССР? Ну, конечно, был. Нужна ли на выборах графа против всех? Нет. Пропагандирует ли курение волк из мультфильма «Ну, погоди»? Нет. Если бы прямо сейчас можно было решить любую проблему города, это была бы... Ветхое аварийное жилье. Спасибо. Сейчас, Владислав, пожалуйста, ваш кандидат. Итак, ваши 15 вопросов. Трамп или Обама? Ни тот, ни другой. С кем бы вы охотно поменялись местами? Лучшие советские... Сыном, наверное. Лучшие советские фильмы это... Бриллиантовая рука. Назовите первые строчки из припева в гимне Якутска. Так. 5 секунд прошло. Майнить биткоин или гранить алмазы? Гранить алмаз, конечно. Сколько туров создано и работает в Якутии? 2. Кем лучше заменить Юрия Трутнева? Каким-нибудь колхозником. Россия великая супердержава или просто большая страна со слабой экономикой? Но я все-таки верю в то, что она все-таки великая держава. Миллион цветов или 10 тысяч саженцев? Конечно же, второе. 10 тысяч саженцев. Нужно ли вынести из мавзолея и похоронить Ленина? Не надо его трогать. Будет ли в вашем кабинете висеть портрет Путина? Ну, наш президент, поэтому будет. Расходы бюджета Якутска на 2018 год составляют 15 миллиардов. И очень близко, 15,3 миллиарда. Почему шило нет смысла менять на мыло? иногда это имеет смысл. Ваш статус в WhatsApp? Вау. Не помню, занят там. Главное качество, которым должен обладать мэр? Уметь говорить нет. Владислав Петр, ваш блиц.
И первый вопрос. Китай для России партнер или соперник? Ну, на данный момент партнер, но всегда может стать и соперником. Нужен ли стране закон об ущемлении чувств верующих? Думаю, да. Кто в семье выносит мусор? В моей семье это я сделаю. Европа или Азия? Ну, на самом деле, скорее всего, и то, и другое. Какой последний отечественный фильм вы смотрели? Вот «Женитьба Бальзаминова» вот недавно. Где, по-вашему, лучше купить дом? В Мархе или на Кирзаводе? Ну, я живу в Мархе, скорее всего, там. Проезд по центру Хотя города... Кирзавод это тоже Марха. Проезд по центру города на такси стоит в среднем. Не знаю, рублей 150, наверное. Если бы мамонтов клонировали, вы бы съели жареный хобот? Ну, возможно, да. Ваша жена зарабатывает больше, чем вы? Я так не думаю. В Китае расстреливают за коррупцию. Одобряете? Мне кажется, у нас за коррупцию надо, по крайней мере, руки рубить. Что надо делать с гиками, эмо и готами? Я не знаю про эту молодежную культуру. Если честно, затрудняюсь ответить. Нас опять убьют за этот вопрос, но ладно. Что такое GTA? Ну, видимо, это компьютерная игра. Совершенно верно. Закончите, пожалуйста, фразу. Жадина говядина, соленый огурец, на полу валяется. Никто его не ест. С какого года в Якутске строят IT-парк? Я точно не знаю, но думаю, года 2. С 2014-го. А что надо сделать с Анатолием Чубайсом? Ну, скорее всего, наверное, выслать из страны, чтобы его больше здесь не было. Ну и на этой оптимистичной ноте ваш блиц завершен. Спасибо, вы подали все ответы. Теперь нас ждет третий раунд. Держать ответ предстоит Ивану Степанову. Мы начинаем первый круг. Вопрос задает Александр Савинов. Пожалуйста. Ну, я посмотрел плакат Ивана Степанова о снижении тарифов на ЖКХ. Как это вы сделаете? Ну, во-первых, не все живут в каменных домах, очень многие живут в аварийных домах. Некоторые дома могут одномоментно иметь два документа, по которым они аварийные, по какому-то они не признаны аварийным. Тот механизм признания аварийности очень сложный, юридической поддержки нет, поэтому вот, капитальный ремонт, он же не всем нужен и кого-то спасет, да? Вот здесь нужно быть очень по-другому подойти. Потом по тарифам. Все-таки многие тарифы рассчитаны завышенно. Мы должны их понизить. И здесь необходимо разделить отдельно управляющие компании, отдельно значит, управы. У нас есть некоторое сращивание между ними. И недостаточно контроля над управляющими компаниями. Вот здесь, мне кажется, не надо, надо отказаться, значит, от того, чтобы пилить, а заняться действительно тем, чтобы упорядочить вот это образование тарифов. Спасибо. Сардана Аксентьева, пожалуйста, ваш первый вопрос. Значит, вот вы много занимаетесь вопросами экологии. Значит, какие вы видите экологические проблемы в городе Якутске? Но экологических проблем в городе Якутске действительно очень много. Это наша свалка. Особенно, когда начинает гореть. Ну и даже если она не горит, она все равно выделяет метан и другие газы. Вот. Засоряется атмосфера. У нас очень пыльно в городе. У нас нехватка зеленых насаждений. Лесные, значит, у нас лесопарки вот, захламлены. У нас вода
сейчас то, что построят водозабор, запустят водозабор, это еще не решает вопрос, потому что чистая вода, она пойдет по тем же ржавым старым трубам. Много засоряют наши поверхностные воды. Это нас я неоднократно выезжал в Табагу, мы разговаривали с УФСИН, пытались решить вопрос, но я понимаю, что этот вопрос решается в Москве, у них опять нехватка финансирования, не могут сделать нормальные очистные сооружения. Ну и, конечно же, вся наша канализация идет куда? Вот эти все вопросы, ну и выделение там, выбросы наших предприятий. И, конечно же, одна из самых тоже больших проблем — это все-таки загазованность. Загазованность нашего города. Дети просто травятся. Мы зимой не включаем, калматим. Иногда бывает, ребенку хочется проветрить, открываешь форточку, вот со двора прямо пары бензина, выхлопных газов. Ну, проблем очень много. Ну, вот, действительно, спасибо за этот вопрос. Владислав, теперь ваш вопрос, я вам подам микрофон. Так, ну, у меня, значит, тоже вопрос касается экологии, значит, насчет нее много спекуляций. Вот почему вы не говорите вот вы говорите только в таких больших масштабах, значит, а вот что касается поселковой улицы, дома на окраинах города, люди десятилетиями живут среди помоек. Мне кажется, что это гораздо страшнее, чем гипотетические опасности от строительства новых технологичных предприятий. Как вы думаете по этому? Спасибо за вопрос. Я действительно считаю, что нужно решать в первую очередь глобальные вопросы экологии, особенно те, которые безвозвратно могут нанести ущерб как природе, так и людям. Это не значит, что я не замечаю того безобразия на наших улицах, в наших дворах, особенно злободневная эта тема в 17-м квартале, в пригородах. Я не считаю, что это какие-то незначительные проблемы, да? Но поверьте мне, вот меня можно даже обвинить, что я где-то не среагировал, что в какой-то, может быть, квартире там, значит, к животным плохо относятся, там растения уничтожаются, палисадники вытаптывают, да? И вот когда вы мне ставите вопрос, говорит, вот Иван, а почему ты вот в тот двор не зашел и вот мимо прошел, а там вот цветочек растоптали, да? То есть я понимаю, я согласен, что это проблема, да? Но есть проблемы, мимо которых вот сегодня пройти, завтра дети будут бесплодными, слепыми. Вот я имею в виду про метаноловый завод. А так я за промышленность, за то, чтобы промышленность развивалась, но она должна быть экологически безопасной. И она не должна приносить каких-то необратимых процессов. Я так считаю. Спасибо. Мы начинаем второй круг. Александр Савинов, пожалуйста. Ну, у меня будет второй вопрос тоже по бюджету. В части, значит, основных источников доходов муниципального бюджета. Но я считаю, что все-таки мы можем обещать, планировать что-то, замахиваться на какие-то там великие изменения в нашем городе, это правильно, но без денег этого не сделать. Поэтому я считаю, что вот, возьмем, например, Москву, да? Москва за счет чего она живет? Вот, как ни парадоксально, они живут за счет недров, которые извлекаются из нашей республики. А все потому, что эти предприятия имеют регистрацию в Московской области, в Калужской области. И я предлагаю, что раз уж я стану мэром, главой города, я буду в команде нашего нового, значит, главы республики, будет новый состав Ил-Тумен. Мы все должны добиться того, чтобы предприятия, ну и, конечно же, нам будет помогать Государственная Дума, в том числе и Федор Семенович Томусов. Вот. Мы должны добиться того, чтобы предприятия недодобывающие, они регистрировались в городе Якутске или хотя бы в республике. Но если они будут зарегистрированы в городе Якутске, мы так же, как москвичи, будем себе позволять возможность реновации проводить, там, значит, тротуар. Если они там каждую весну, осень меняют тротуары и дорогу, то здесь мы будем
хотя бы заасфальтируем дороги. Тогда, опять-таки, вопрос с пылью будет решен. Это первое. Второе, конечно же, мы нужно поддерживать малый и средний бизнес, потому что это от их развития будет зависеть пополнение, очень существенное пополнение нашего бюджета. Кроме этого, необходимо провести ревизию всего нашего имущества, земельных участков. Я вообще считаю, что если допускались какие-то вот сомнительные уводы имущества или земли, мы должны добиться того, чтобы эти земельные участки, это имущество вернули, пока не прошел еще срок давности. Значит, мы должны эффективно использовать все возможности. Ну и, конечно же, участвовать активно в федеральных, в республиканских программах, как сказала уже Светлана Владимировна. Вот. И действительно там есть резерв, над которым нужно поработать. Спасибо. Сардана Владимировна Аксентьева, пожалуйста, ваш вопрос. Я тоже хотела задать вопрос про бюджет, но поскольку очень развернутый ответ прозвучал сейчас в вашей позиции, я хочу спросить, вот вы, поскольку являетесь многодетным отцом, да, как вы видите вот, проблемы, во-первых, какие существуют у многодетных семей, я бы хотела посмотреть, вот, как вы их оцениваете, да, и пути решения. Но буквально недавно я участвовал в митинге вместе с многодетными семьями. Им выделили микрорайон северный. Все было правильно, конечно. Долгое время им вообще ничего не выделяли. А тут хотя бы выделили участки. Это уже хорошо. Но ни газа, ни света, ни моста, ни дорог. То есть вот тебе поле, и, пожалуйста, ставь себе домик и отапливай там, кто дровами, кто уголь таскает. Но это, конечно, ужасно. Вот, поэтому мы должны в первую очередь начать с того, что вот этот микрорайон мы должны помочь инфраструктуру эту всю сделать. Плюс газ, мост, дороги. Вот, это что касается. Ну и потом нужно все-таки понимать, что та поддержка, которая производится, опять-таки, сказать, многодетным семьям, ее недостаточно. Те проблемы, с которыми сталкивается, вот даже часто в детских коллективах можно визуально даже понять, что вот этот ребенок с многодетной семьи, и не все многодетные семьи, вот практически, вот, как у нас малообеспеченные семьи же есть у нас все-таки вот этот список, и я думаю, где-то процентов там на 80-90, если не больше, они как раз состоят вот из семей многодетных. Вот. Им мы должны оказывать и льготами, и поддержкой материальной, прямой поддержкой, адресной. Я так считаю. Спасибо, Иван Валентинович, за ответ. И Владислав Эдуардович, ваш второй вопрос. У меня вот такой вопрос. Как конкретно вы собираетесь бороться с коррупцией? Вот в Блице у нас тут было, что в Китае расстреливают. Значит, а вы не случайно не собираетесь заводить чиновников из Китая? Ну, для того, чтобы решить вопрос коррупции, не обязательно мне вести наших, как мы, пока партнеров или конкурентов, так сказать, в будущем. Нет, мне никого возить сюда не надо. Вопрос был там насчет расстрелять, да? Или Александру Александровичу вообще задали вопрос, посадили бы вы или 3 друзей. Я, наоборот, вот как раз таки, я своих близких друзей даже, вот, если я увижу, что они провели, скажем так, сомнительную сделку, у которой экономического, разумного такого смысла нет, я бы их, ну, во всяком случае, как минимум уволил. А во всяком случае, не мешал бы уж точно провести следствие и посадить их. Я думаю, что это было бы хорошим примером для других. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Да. Это не близкий. Третий вопрос, пожалуйста, без комментариев. Александр Савинов. Ваше отношение к пенсионной реформе? Это вы удачно задали вопрос. Но я считаю так, что мне сейчас 45 лет, но я себя представляю ближе к 65 годам.
когда мне еще пенсия пока не светит, но я уже ищу работу. И вот Иван Степанов в 63 года стоит в очереди к работодателю и умоляет: пожалуйста, возьмите меня на работу. Я аргументирую тем, что у меня пенсии нет, мне нужно как-то одеваться, кормить семью, внукам опять-таки какие-то сладости покупать, может быть, в кино сводить детей. И что-то получается, работодатель мне говорит: вот таких как ты в очках, ты мне не нравишься, да? Я возьму другого 61-летнего там, или там, ну, то есть я возьму тебя на работу, но если ты согласишься за дешево работать и в тяжелых условиях, и вот в этом унизительном положении будут все, вот вся молодежь, которая сегодня вроде как об этом не задумалась, она вот ближе к 65 годам, у них ни пенсии не будет, и работу они будут вымаливать. Я считаю, что это просто безумный закон, и его нужно останавливать, и мы это делаем. Мы уже участвуем сейчас, участвуем в референдуме и создали инициативную группу, я в нее вошел. Вот так. Спасибо. Сардана Аксентьева, пожалуйста, ваш третий вопрос. Значит, как вы планируете создать дополнительные рабочие места? И особенно эта проблема остро стоит сейчас для молодежи. Ну, вообще, как глава города, я буду прямое влияние иметь на муниципальные учреждения, на свои муниципальные унитарные предприятия. И в них у меня будет установка. Вот, ну, самая большая проблема трудоустройства молодежи в том, что ее неохотно берут из-за отсутствия опыта. А набрать опыта при таких условиях практически сложно. Поэтому часто берут по знакомству родственников, там, близких, по просьбе каких-то еще знакомых. Вот. И такое трудоустройство для молодежи с самого начала очень губительно. Я считаю, что мы, как город, да, должны иметь в голове стратегию развития предприятий. Мы должны работать в школах, не только в выпускных классах, а в средних классах, готовить этих детей к тому, чтобы вот на эти специальности они не только имели представление, но еще и готовились быть полезными. Тогда к их окончанию в высших учебных заведениях, средних специальных учебных заведений, они будут иметь, может даже возможно, какой-то опыт, и их трудоустройство будет лучше. Но при этом мы же не можем просто всем сказать: вот, возьмите молодежь, да? Мы еще должны увеличивать количество этих предприятий. Для этого что нам нужно сделать? Для этого нужно все-таки активнее участвовать. У нас не так много возможностей предприятий, да, здесь создать, в городе Якутске. Конечно, там, где у нас очень много метров, там проще, но здесь мы должны все-таки не бежать за какими-то вредными производствами, а мы должны больше... Вот мне нравится такой подход Айсен Сергеевича Николаева. Он делает упор на то, чтобы развивались IT-технологии, о том, чтобы молодежь развивалась творчески. Вот это мне больше всего нравится. Спасибо. И последний, завершающий вопрос в этом раунде от Владислава Эдуардовича. Ну вот, я изучил посмотрел вашу предвыборную программу, значит, и у вас ваш предвыборный слоган «Не хочу пилить». Вы не хотите работать или хотите работать на лесоповале? Ну, вот, разумеется, я шучу, так как и вы шутите. Но люди по этому поводу тоже шутят. Вот шутка такая: ты почему на день рождения не приходил? Ну, потому что я не пью. Вообще есть на улице Орджоникидзе есть такой народный памятник. Там такой мужичок сидит на сучке, на ветке, да, и пилит. Вот. Ну, если шутя, я не хочу пилить, потому что я свалюсь, да? Это первое. Второе, ну, ребята, ну давайте признаемся, да, что если бы не было бы вот этих распилов, то в нашей жизни многое бы
делать, то есть больше делать хорошего. Поэтому я считаю, что одна из моих таких приоритетных направлений, я буду пресекать вообще условия создания коррупции. Для этого в бюджете строчки будут прозрачные, прямо постатейно. И любой горожанин сможет обратиться ко мне и сказать: Иван Валентинович Степанов, вот скажите мне, вы направили на озеленение столько-то денег. Конкретно, сколько рублей, через какое предприятие и что было сделано на эти деньги. И я, поверьте, на сайте буду размещать эту информацию. Спасибо. Это был третий раунд, он завершен ответом на последний вопрос. Мы благодарим Ивана Степанова за ответы. И прежде чем перейти к последней серии вопросов и ответов, которая завершит сегодняшние дебаты, кандидатам предстоит испытание еще одним промежуточным раундом. Третий промежуточный раунд. В этом раунде мы хотим узнать, готовы ли наши кандидаты отвечать на вопросы, которые часто задают наши читатели и зрители, когда обращаются к журналистам за помощью или пытаются привлечь внимание к каким-то вопросам. Эти вопросы не заточены под кого-то конкретно, мы постарались обработать их так, чтобы они звучали обобщенно. Перед вами снова 8 конвертов. Каждый содержит 2 вопроса из числа тех, что журналистам часто приходится слышать от жителей города. Их задают нам, но решение люди ждут от вас. Точнее, от того из вас, кто возглавит столицу после 9 сентября. Большая просьба конверты пока не раскрывать. Жизнь показывает, что у сложных вопросов часто бывают простые ответы, поэтому у вас будет буквально по 1 минуте, чтобы ответить на каждый. Итак, Александр Салимов, пожалуйста, ваш конверт. Итак, первый вопрос. Как до 2025 года обеспечить переход на односменное обучение в школах? Ну, во-первых, мы уже идем по пути строительства школ по пути государственно-частного партнерства. Только в этом году мы построим 4 школы, 5 садиков и 3 объекта культуры. Нам необходимо дополнительно создать 12 тысяч ученических мест. Ну, это прежде всего, значит, выкуп зданий, более-менее приспособленных. Сегодня мы уже подготовили 5 проектно-сметной документации на 5 пристроев в школу. Ну и, значит, дополнительные места, значит, в надстройках, пристроях и дополнительных зданиях. Что вы сделаете, чтобы решить вопрос с водоотведением в Якутске? Сегодня у нас система водоотводная — это 40,5 тысяч метров. Вот. Оно завязано и с городским каналом. Все новые дороги должны быть с водоотведением. Все другие те водоотводные лотки, которые уже у нас имеются, они должны быть приведены в нормальное техническое состояние. Спасибо. Сардана Владимировна, ответьте, пожалуйста, на вопрос, что вы сделаете для сноса и расселения 17-го квартала? Уже подписаны договоры, значит, комплексного развития территории, и просто необходимо проследить за тем, чтобы они были качественно исполнены, и в полной мере все пункты этих договоров они соответствовали. Хотелось бы, чтобы в этих договорах также была и социальная нагрузка по инфраструктуре, то есть сразу были предусмотрены строительство и школы, и детского сада, и поликлиники, как это делается, и есть положительный опыт других муниципалитетов. Спасибо. И второй вопрос для вас. Какие тарифы в городе можно снизить силами мэра? Значит, силами мэра можно пересмотреть жилищные тарифы. На сегодняшний день тариф одинаковый. Например, значит, для муниципального жилого фонда установлено 18 рублей 48 копеек на техническое обслуживание. И меня удивляет вот в этих тарифах то, что на обслуживание санитарных точек одинаковый тариф заложен как для неблагоустроенного жилья, так и для частично благоустроенного жилья. Это неправильно. Спасибо. Иван Степанов, первый вопрос. Как и куда вы уберете людей без определенного места жительства с автовокзала?
Я часто об этом думал. Мне всегда было как-то больно слышать о том, что их в период праздников вывозят на какой-то необитаемый остров, потом после праздника там обратно их привозят, да, то есть мы, не решая вопросы, просто их выводим с глаз долой, из сердца вон, да, вот. Мне бы хотелось все-таки фундаментально, все-таки, ну, вместе, в команде с Айсеном Сергеевой, с новым главой, да, с вновь избранным главой, все-таки вопрос решать о том, чтобы развитие нашего города, оно способствовало развитию экономики в селах. Потому что очень много, значит, в районе автовокзала люди приезжают именно с улусов. Там очень страшная ситуация, поэтому если мы будем, решая свою продовольственную программу, закупать в больших количествах именно продукты села, то мы тем самым будем тоже помогать. Есть ли способ разгрузить улицы города и избавить Якутск от пробок? Я думаю, что все-таки, ну я не знаю, сколько это будет технически сейчас возможно, но специалисты говорят, что надо все-таки переходить на значит, надземные переходы, то есть будет все меньше светофоров. Светофоры очень сильно сдерживают движение. Надо как можно, чтобы свободнее было, вот это само движение было по улицам. И это можно было решить, убрав пешеходные переходы и светофоры такие, да, сделав надземные переходы. Спасибо. Владислав Эдуардович, скажите, какие дороги вы начнете ремонтировать в 2019 году первым делом? Ну вот сейчас на данный момент у нас, как всегда, к зиме начинают ремонтироваться дороги, там Бестужево-Марлинского, еще ряд дорог. Значит, ну, в первую очередь я бы, наверное, отремонтировал бы объездную дорогу, это Хатынь-Юрьевские дороги, потому что со стороны аэропорта можно было бы добраться не через центр города, а значит дорога хорошая там дальше есть, где в районе птицефабрики и Хатынь-Юрьева. Вот, наверное, скорее всего, объездные дороги. И второй вопрос для вас. Как вы планируете уменьшить муниципальный долг города? Ну, долги, конечно, это плохо, значит, их надо уменьшать. Ну, здесь это очень сложный, конечно, вопрос. Значит, над этим один человек, наверное, так просто не даст ответ. Надо собрать команду, надо над этим думать, это решать, эти вопросы. Так, просто не ответишь. Спасибо. Спасибо большое. Это были ответы Владислава Тепора. И последний промежуточный раунд завершен. Нам предстоит последний раунд сегодняшних дебатов. Так, а отвечать у нас предстоит Владиславу Эдуардовичу. Микрофоны есть, да? Александр Александрович, пожалуйста, ваш первый вопрос. Да, уважаемый Владислав, ваше первое решение на посту мэра. Тут, наверное, надо подготовить целый ряд решений. И, скорее всего, первое решение, когда я стану мэром, значит, будет такое, значит, все, значит, оппозиционные партии должны, значит, предоставить своих людей, точнее, надо будет посмотреть представителей парламентских партий, чтобы они вошли, значит, были бы моими замами, либо возглавили контрольные и надзорные комитеты. Вот, скорее всего так, потому что получается у нас мы сами себе ставим задачу, сами ее решаем и сами контролируем. Мне кажется, это совсем неправильно. Спасибо. Сардана Аксентьева, пожалуйста, ваш первый вопрос. Вы являетесь предпринимателем и как раз вот являетесь представителем того нашего населения города Якутска, которое, собственно, своими вливаниями, вот 2 миллиарда в год, я говорила уже, да, значит, обеспечивает порядка вот, 30% собственных доходов города Якутска. Как вы считаете, вот, малый и средний бизнес, какой поддержки нуждается сегодня? Ну, конечно, бизнес нуждается в поддержке. Я как предприниматель это знаю, вижу. Но, знаете, в первую очередь, мне кажется, не надо мешать малому бизнесу.
Вот все мои знакомые, и кто занимается малым бизнесом, постоянно чувствуют на себе административный пресс. Либо же это налоговый пресс, либо это пресс проверок, либо огромное количество документов надо собрать там для того, чтобы зарегистрировать там земельный участок, подключение электричества, то есть это бюрократия. Надо это сокращать, надо не мешать малому бизнесу работать. Спасибо. Иван Степанов, ваш вопрос, пожалуйста, Владиславу Тепперу. Владислав Эдуардович, вот я заметил, вы сегодня приехали на своем автомобиле. Вы знаете качество наших дорог. Вы знаете, что периодичность их ремонта тоже оставляет очень много эмоций. Вот. Технически, как вы видите решение плохих дорог, проблемы плохих дорог? Действительно, дороги у нас в городе желают лучшего. Как я вот сейчас говорил, что почему-то ремонт у нас начинается не в мае, июне, когда и не дождей, и погода довольно-таки сухая. Сейчас мы начинаем осенью почему-то это делать. Как мы все понимаем, что сейчас идут дожди, потом это все замерзнет, будем опять стартовать, там, скажем так. Тут неправильно. Значит, дорогами надо заниматься, надо, видимо, создать какое-то другое дорожное предприятие, какие-то фонды пересмотреть, то есть подключить науку, потому что у нас почему-то дороги строятся, и, значит, совсем недолгая эксплуатация этой дороги, она опять приходит в негодность. Мне кажется, тут наука должна помочь нам. Спасибо. Спасибо. У нас начинается второй круг. Александр Савинов, пожалуйста. Ваше решение по проблеме нелегального бизнеса? Нелегальный бизнес — это, конечно, скажем так, совсем нехорошо для нашего города. Так как легальный предприниматель действительно платит налоги, значит, пополняет казну бюджета городского. Нелегальный бизнес, значит, ничего этого не делает, как бы его и невозможно проконтролировать, и особенно это касается, значит, продажи алкогольных напитков, всевозможных продуктов, где ни сроков, ни качества, там ничего нет. Значит, решение этих вопросов, конечно, очень важно. Значит, тут надо подключать, мне кажется, все-таки МВД. МВД, значит, управы городские должны смотреть, где у них, почему, какой нелегальный бизнес. С этим бизнесом нужно работать, либо же выводить его в легальное русло, либо же закрывать жестко. То есть нельзя давать людям работать, как жестко. Можно для начала оштрафовать, раз, два, три, а потом уже какие-то административные, уже вплоть до уголовных. Спасибо. Савданова Ксентьева, пожалуйста, ваш вопрос. Значит, вот вы сказали, что вы живете в микрорайоне Марха. Значит, этот район имеет богатые свои исторические корни. Скажите, пожалуйста, какое у вас мнение относительно развития въездного туризма, в частности в нашем городе, конечно, мы о нем говорим сегодня, да? И поскольку многомиллионные вливания в проект «Северная мозаика» не достигли желаемого результата, какие у вас есть пути развития в этом направлении? Спасибо за вопрос. В последнее время меня больше интересуют вопросы туризма. Значит, получается, в некоторых странах за счет туризма составляет, можно сказать, живут, большую часть бюджета составляет доходы от туризма. Значит, нам это надо, конечно же, развивать. Но миллиарды вкладывать в туризм, я думаю, тут это неправильно. Надо начинать с малого, надо начинать, значит, с каких-то небольших, скажем так, маршрутов выходного дня. Значит, еще такие, значит, как сказать, например, в Мархе у нас большой срез такой, очень много объектов, которые можно было бы посмотреть.
Там, значит, за столько времени проживали там и скопцы, и, значит, всевозможные есть какие-то холмы, памятники исторические. Мы об этом ничего не знаем. И так в каждом, значит, квартале города. Это надо развивать, надо показывать, надо водить детей, надо самим это все знать. Спасибо. Спасибо за ответ, Владислав. Иван, ваш очередной вопрос. Владислав Эдуардович, вы живете в Мархе, я знаю, что там остро стоит вопрос газификации. Якобы говорят, что вот мы вам газ не пройдем, пока не решим вопрос с Северным, а с Севером тоже вопросы не решаются. Вот как вы видите решение вопросов для своего микрорайона? Ну, конечно, не только газ, у людей нету ни воды, где-то нету ни света, ничего. Вот в последнее время мне приходится ездить на встречи, встречаться с людьми. У некоторых людей там десятками лет прям под дом канализация течет. Это же вообще кошмар. Поэтому по газу, значит, конечно, с газовыми компаниями надо работать. Надо, вот, подключение газа, это стоит бешеных денег, скажем так честно. Тут надо как-то городу поработать, чтобы как можно более уменьшить вот эту плату за подключение газа. Это, во-первых, конечно, и вода, и освещение, там очень много проблем, с этим надо работать, и я надеюсь, что город будет работать в любом случае, кто бы ни стал мэром. Спасибо. Спасибо, мы продолжаем. Александр Савинов, пожалуйста, ваш третий вопрос. Мы живем в 21 веке, уважаемый Владислав, в быстро меняющемся времени. И куда нужно вкладываться? В человеческие или природные ресурсы сегодня? Ну, на самом деле, конечно, ваш вопрос такой интересный, да? Значит, в природные ресурсы вкладываться надо, естественно, но надо не просто добывать, а значит глубокую переработку. А в человеческий ресурс это естественно, если мы не будем вкладывать в человеческий ресурс, то зачем нужны вообще нам все вот эти вот богатства добытые? Естественно, надо развивать и то, и то. В этом я уверен. Спасибо. Спасибо. Сардана Владимировна Аксентьева, пожалуйста, ваш вопрос. Я хотела задать вопрос про сортировочный завод, но поскольку ответ, в общем, уже прозвучал, я бы хотела вот узнать, знаете что? Я услышала, что вы занимаетесь вот малыми архитектурными формами, созданием малых архитектурных форм, да? И правда ли, что вы, или это слух очередной городской, у нас в городе много разных слухов, да? Что вы вот сами по своей инициативе сделали памятник вот собаке, которая погибла на Вилюйском тракте, ожидая своих хозяев на остановке. Да, это правда. Часть жителей того местности 15-го километра Вилюйского тракта попросили меня сделать, значит, вот эту малую архитектурную форму. То есть денег я ни с кого не брал. Вот тут у нас в интернете есть что. Вот он там пиарится на это. Абсолютно нет. Я даже не хотел это закидывать в интернет. Ну, так получилось. И что это стало новостью. Вот, например, в свое время я работал со скульптором, значит, Зубарев Сергей. Ну, сейчас его уже нет в городе. Тогда мы с ним делали, значит, многострадальную статую карася золотого. То есть бедного и ломали его, и пинали, что только не делали. Нам приходилось его и восстанавливать. Но тогда я даже и не пиарился, что это вот как бы я этим занимаюсь. Для меня это было подарок городу. Тоже это дело абсолютно бесплатно. Я тоже хочу поблагодарить за этот поступок, за эти реальные дела, которые украшают наш город и людей делают краше. Спасибо. У меня такой вопрос. Вот вы член партии ЛДПР. Вы бы посоветовали вступить в эту партию своим детям, внукам? Ну, на самом деле мой сын уже вступил в партию. Вот мне уже как бы 50 лет сейчас будет, поэтому у меня уже дети довольно-таки большие.
Значит, младший сын у меня в партии. Ну и думаю, что и внуки мои тоже вступят. Ну, надеюсь, когда дети мне подарят. Это спасибо. Спасибо. Это был последний вопрос последнего раунда. Второй тур дебатов «Гражданский вызов» подошел к концу. Мы благодарим наших сегодняшних кандидатов на пост мэра города Якутска за участие в наших дебатах и за то, что они нашли в себе достаточно мужества, чтобы принять гражданский вызов. Спасибо вам большое. И надеемся, что после всего, что было, вы пожмете друг другу руки. Спасибо организаторам. Напоминаем, что правилами предусмотрен финал, в котором два лучших дебатера сегодняшнего дня встретятся с двумя лучшими ораторами первого тура. Двоих финалистов мы уже знаем, это Степан Подоруев и Михаил Заболотный. По итогам сегодняшних дебатов вы, наши зрители, должны определить еще двоих. Голосование пройдет на площадке News ЕКТ.ру, соответствующая страница будет открыта через несколько минут. Голосование защищенное, каждый голос привязан к телефонному номеру, причем номера иногородних граждан будут списываться. Принимайте участие. Коллегам из СМИ мы хотим напомнить о необходимости соблюдать избирательное законодательство при освещении дебатов. И большое спасибо всем, кто принял участие и помог организовать это мероприятие. Большое спасибо нашим зрителям. Это был «Гражданский вызов», и увидимся 3 сентября в финале. Спасибо.